фальшивыми авиза. Ее тоже провернули с помощью высокопоставленных федеральных чиновников. Весь этот бизнес, легальный или нелегальный, обогатил борцов за независимость Чечни, генерала и его окружения. У самого Дудаева к концу 1994 года было 10 миллиардов долларов. Сколько денег осело на личных счетах российских чиновников, это мы можем только предполагать. Эти ребята ведь они построили себе в нищей, вымирающей Чечне дворцы, замки. Они присосались к трубе, они хорошо жили. И они просто так не отдадут свою хорошую жизнь. Они маскировать это будут войной за свободу, там, против неверных, так сказать, маскировать это под религиозную, так сказать, какую-то войну. Но в основе экономика лежит. Дудаеву все больше нравились власть и деньги. Как и всякий богатый человек, он уже не хотел быть марионеткой в чьих-то руках. Его заявления принимали все более жесткий характер. Джохар Дудаев ничего не боялся. Он надеялся на своих кремлевских покровителей, партнеров по бизнесу. Но злую шутку сыграла с ним та самая нефтяная труба, которая и сделала его миллиардером. Кремль на контакт с ним больше не пошел.